как все работает и как все устроено. Пойдемте. Это самое хорошее место. Вообще чудесная, просто прекрасная трасса. Спуск тут вообще крутой. Улуяяхао. Здравствуйте, приехал в Алдан. Впервые для меня будет блог про лыжные гонки. Приветствую. Михаил Чугунов, спортшкола по лыжному спорту, Олимпийская школа, город Алдан. Виды Алдана немножечко поснимем. Вот мы и приехали. Вот стадион. Так, мы находимся в городе Алдане, центр спортивной подготовки, где завтра будет стартовать у нас всероссийские соревнования среди мужчин и женщин, ну и в программе соревнований. Что, как дела? Нормально. Я судья, ответственный за прокатчиков, за группу прокатчиков, которые перед стартом за 30 минут до старта прокатывают лыжню, подготавливают, ну, резак, просматривают все. Это стадион, где будет проходить старт-финиш участников, да. Например, получается, завтра будет индивидуальная гонка классическим стилем, и практически уже с утра все судьи уже работают и сделали трассу, которая завтра будет стартовать спортсмены. Участники соревнований уже пробуют трассу на мазь, парафин. Здравствуйте. Правда, завтра получается совсем... Ну, в принципе, погода похожая будет, а послезавтра уже... Сейчас минус 12, да? Завтра Да. будет тоже минус 12, а послезавтра минус 2. Да, Тепло да, будет. Да. Ну, там совсем другая гонка будет, свободным стилем, спринт, так что я думаю, что лыжники сориентируются. Травму получил. Все, похудало. Завтра будет задействовано 2,5 километров. Получается, отсюда будут уходить на старт спортсмены и 2 петли. Значит, первая петля и вторая петля более углубленная, специально сделана для всероссийских соревнований. Женщины будут бежать у нас 2 круга, а мужчины 4 круга. Так что зрители на стадионе будут, в принципе, их видеть На каждом круге. часто, да, часто, и уже на стадионе будет более интересно, будут уходить лидеры и так далее, будет уже время высвечиваться на табло. А расстояние, ну, один круг сколько? 2,5 километра. Это стандарт, да, как бы? Нет, ну по-разному делается. Завтра просто у женщин и мужчин индивидуальная гонка, а у женщин 5 километров, у мужчин 10 километров. И послезавтра в программе всероссийских соревнований это спринт, где уже побегут совсем другие дистанции. Ну и, кстати, Михаил Соснин прошелся. Совсем короткая дистанция и рельеф трассы совсем другой. Они будут стартовать со стадиона и наверх подниматься, мужчины, да, первый большой подъем, спускаться и идти через вот эту петлю и проходить вот по где мы стоим на финиш. Финиш будет там, на стадионе. Каждые крупные соревнования проходят у нас. Кстати, вот эти китайские спортсменки, спортсмены, да, тут тренируются Хэй Люнцзян с провинции. Их 15 спортсменов приехало в этом году. Они готовятся ни много ни мало на Олимпийские игры. На трассе тренируются около 300 спортсменов. Это прежде всего алданские спортсмены, гости из Приморья, Хабаровского края, Амурской области, весь практически Дальний Восток. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Опаньки. Бывает. Поздоровались? Ой, молодцы, молодцы. Все отлично. Как тебя зовут? Ярослав. А сколько лет занимаешься? Где-то, я не знаю, где-то в августе позапрошлого года начал заниматься. В составе какой команды? Нейрингли. А, все нернгринцы, да?
Короче, после на двойке поднимитесь наверх и на прямой. Бачки тоже возьмите, ждите меня на прямой. Сборная Нерюнгринского района и легендарный тренер Фердинанд Талгатович Ахметшин. Доброе утро, да. Снег ждали, выпал снег, да. Ну, подготовились немножко. Стоим, дети вроде не отказываются, азарт, энергия есть, стремятся научиться. Ну, старты покажут, кто на что готов. Подготовились в Нерюнгри или сюда сразу приехали? Нерюнгри, у нас тоже снег, неплохой снег выпал. Точно так же. С какого числа начали тренировку? 10 октября встали на снег. Тренируемся это круглый год, а на 10 октября встали на снег. На лыжной базе Нерюнгри. А кто из нерюнгринцев претендует на призерские места? Более я сразу скажу, тут не скрываем, все знают. В 10 классе, 2003 год, Железняков Сергей. Ну, она среди детей. Среди детей, да, школьник. Мы не берем вот эти старшие, мы на них и пока не будем участвовать даже. Мы готовимся на 5-6. Да, школьные соревнования. Ну, республиканские. Алдан, вот в Чехах, хоть и все говорят, мне очень нравится, наверное, как всем. Потому что очень удачное место выбрали, еще, наверное, спокон веков. Это самое хорошее место. Климатическое, природно-климатические условия, во-первых, снежный покров достаточно рано. Все тут садится, все хорошо. Слава Богу, да, нормально. Так и завидуем. Звезды сюда приходят охотно, да? Это очень, даже вот это пример, да, не от слов тренеров, не от слов наших этих преподавателей, которые детьми работаем. Это пример. Большое им спасибо, что приезжают. Китайские спортсменки. Нихао. И вон вдалека идет легендарный Евгений Янков. Оу! Алёкма. О, мой однокурсник. Да. Мой однокурсник. Пожелаем на завтра удачи Евгению Янкову, чтобы он выполнил Женя, привет. мастера. Привет. Это тоже китайский, да? Главный тренер по биатлону Республики Всё Саха-Якутия. сразу. Сборной, да? Да. Как успехи в тренировке по биатлону Республики? Смотря где. Если на выезде, то хорошие успехи есть на выезде. А если здесь, в Алдане находясь, как говорится, у себя дома, то сборная Якутии тренировки проводят только в плане лыжной подготовки. А когда Но не- открылось направление по биатлону? Направление по биатлону зависит от нашего руководства. Когда откроется стрельбище, оружейная комната, когда нам разрешат стрелять, у нас в наличии огромное количество, как говорится, 26 стволов в наличии оружия, которым мы должны работать, обязаны работать. Стрельбище прекрасно, которое входит в десятку сильнейших в России стрельбища. Я вам как это говорю даже не как тренер, а как судья. Вот, поэтому я знаю, что стрельбище входит в десятку сильнейших, лучших стрельбищ в России. И мы на этом стрельбище не можем стрелять, работать, эту биатлонную работу делать. Что такое? Да. А вообще, как направление биатлона в Якутске, когда открылось? Ну, в Алдане. Ну, Якутия. я не буду говорить, мне 6 лет, вот я здесь 6 лет, 7-й год, да, вот 6 лет оно функционирует как отделение биатлона официально, как говорится. Мы работаем. Ну, результаты вы уже немножко знаете. У нас есть и мастер спорта, и чемпион страны, и призер страны, вот игры Азии, все это самое. Успех-то есть, успех есть. Никита. О, здравствуйте. Олимпийский чемпион Никита Куликов. Я сюда приехал, меня пригласили специально, я приехал сюда, как говорится, вся Россия удивляется, что я, Сафаров, приехал в Якутию, в дальнюю, как говорится, край света. Но и мне желание есть развить здесь биатлон, любимый мой вид спорта. Я хочу это сделать. У меня еще есть желание, еще горю желание. Но, к сожалению, вот не получается немножко. Лыжная подготовка, это хорошо, это здорово, это прекрасно. Для этого времени года это самое лучшее в стране. Это я вам говорю как специалист. Это лучше в стране не бывает в России. Лучшего комплекса, для именно периода первого снега, скатывания. Лыжники просто вот хорошо. А вот если бы еще биатлонный комплекс заработал бы, да здесь бы цены не было бы. Биатлонисты все просятся. У меня вот просятся все, пол России просятся сюда приехать. Но из-за того, что нету
стрельбище, говорит, не функционирует. Стрельбище есть, все есть. Оно не функционирует. Зафункционировало. Сюда приехал пол России, сюда приехал бы еще на сбор. В том числе и сборная команда страны. Ну, у меня известно, как говорится, я был тренер по стрелковой подготовке. У меня Галя Куклева, олимпийская чемпионка. Ольга Вилухина была серебряный призер, как говорится, Сочинской олимпиады. Тоже это моя ученица. Вот, у меня Паша Муслимов призер, как говорится, Олимпиады в Нагано еще 98-го года. У меня дочка призерка чемпионатов мира, чемпионка Европы, дочка, да. Вот, заслуженный мастер спорта. Как говорится, ну, есть у меня там, это в Уфе, как говорится. Вот хочется здесь это самое, что-то сделать. Уровень-то довольно-таки с каждым годом поднимается. Уровень проведения соревнований, уровень организации соревнований очень сильно поднимается. На данный момент, вот то, что мы сейчас видим, это вот две лыжни классик, это все, это, можно сказать, уровень международного стандарта. Там стадион делается и в плане организации, и в плане проведения. Судьи уже за это время, как говорится, натаскались, набрались опыту для работы, для проведения этих соревнований. Также могло быть и в биатлоне. Мы проводили 2 года Кубок Якутии, мы проводили всероссийские, у нас соревнования были. Когда сборная национальная приезжала, мы проводили в официальном календаре Кубок Якутии. Участвовали все сильнейшие, у нас бежали все и Шипулины, и Волковы, которые впоследствии стали олимпийскими чемпионами здесь. Да, и Гараничев бежал, все бежали, все, Гараничев говорю, все бежали. Все наши люди, элита, вся бежала. Я представляю, будем говорить, дальневосточный, Хабаровский край, Хабаровский край. Но у меня как бы 2 команды. Комсомольцы на Амуре и краевая школа, город Хабаровск. Я старший тренер, но Комсомольский на Амуре. У нас старший тренер в Хабаровске другой. Но мы приехали, мы очень довольны этими сборами, очень довольны. А мы приехали сюда 16 числа. Мы отработали уже почти 700 километров. Да, ну потому что вначале было скользко, потом сейчас маленечко скольжение похуже стало. Но условия, я уже вот какой год езжу сюда, колоссальный просто. Очень нам всем нравится. И мы, я думаю, будем продолжать ездить, и ребятам нравится, и вообще условия очень классные. И само отношение людей к нам, вот добродушное такое, они, ну, приятно работать здесь, вообще очень приятно. Так что я бы хотела сказать прям благодарность вам всем объявить, всему Алдану, всей Якутии. И нам очень здесь нравится. Привезли детей или взрослых для соревнований? Я привезла детей и старшие дети, которые завтра 4 человека у меня будут участвовать во всероссийских соревнованиях. Каков уровень их подготовки? Они являются лидерами, да? У меня, значит, мальчик 2002 года, Лянкин Данил. Он у нас был призером России в городе Рыбинск. Он был у нас призером Дети Азии. Я так что думаю, уровень неплохой у него. Он кандидат в мастера спорта. Вот на зоне там в эстафете они были там призерами тоже 2-3 места. И, в общем-то, мы Дальневосточный регион маленечко подвинули ближе к западу. Ну и дети, перворазрядники там, еще 2 девочки и 2 мальчика будут участвовать. 2002-2003 год. Ну вот завтра посмотрим, проверим наши силы, насколько мы тут у вас накатались. Вот мы с китайцами тоже очень давно, им тоже очень нравится у вас. Вот. В общем, отношения прям теплое. Так что спасибо всем большое. Огромное Якутии. Какая команда будет сильнее на этом соревновании? Я так думаю. Ну, я думаю, Якутия почему-то. Все-таки Васильев у вас сильный тренер. Ну, посмотрим. Посмотрим. Хабаровск тоже не подарок. Китайцы. Здравствуйте. Хабаровск, команда лидер. Обо всем хорошем. Вы меня уже требуете? Александр Владимирович Лукьянов, тренер поселка Чульман. Местный? Да, Чульман совсем тут рядом у нас. А в Чульмане есть лыжная база? Лыжной базы как таковой нету. Мы базируемся на базе 7-й школы. У нас там есть свое помещение, 2 трассы, 1 детская, 1 взрослая. А самой базы такой, чтобы можно было прийти на базу, у нас такого понятия нет. Ну, в проекте стараемся, чтобы было, работаем над этим, но не знаем. Снег появляется, и вы сразу сюда едете, да, на сборы? Бывают такие года, что у нас снег ложится, мы даже октябрь месяц у нас в поселке тренируемся. То есть можно сюда даже не ехать. Ну, в этом году так сложилось, что теплая погода была, снег маленько потаял, и нам пришлось сюда ехать. А вообще условия в Чульмане есть, да, чтобы создать такие подобные трассы? Да, в Чульмане есть такие условия, есть местность пересеченная. Ну, просто надо приложить старания, и как и
все это реально очень хорошая местность, погодные условия очень хорошие. На данный момент есть лыжня, 2,5 километра, она прорублена, прочищена, но она только не под асфальтом. О данном соревновании. Ну, это уровень всероссийский, конечно, тут такие звезды, как Никита Крюков, приятно посмотреть. Ну, и Дальний Восток собрался, в Дальнем Востоке всегда изрядно был всегда силен и имел раньше такие имена, как Юрий Бурлаков, мы по нем забыли, это приморский парень, это был Савельев, это был самурский олимпийский чемпион. Сейчас на данный момент как бы нет таких звезд, но я вот так думаю, что скоро появится, и у нас будут такие звезды. Это соревнование лыжнее, да? Как бы является открытием сезона, да, вообще в России или даже в мире, можно сказать? Это да, это открытие сезона, я бы сказал, в мире. В мире, потому что прошло первенство Алданского района. Это были первые соревнования в мире. Еще нигде не было такого снега, как у нас в Алдане. Ну, такая информация у нас по этому поводу, потому что, я уже как тренер работаю в поселке Чульман где-то около 10 лет. Сами родом с Чульмана, да? Нет, я родом с Приморского края, занимался легкой атлетикой, но так понравились мне лыжи, я увлекся лыжами. И в данный момент тренер, и есть воспитанники, которые были на Детях Азии, на всероссийских соревнованиях, и даже на международных. В прошлом году у меня были на соревнованиях, посвященные на призы Попова, были в Казани. Там мне дети участвовали. Как вам трасса? Трасса вообще чудесная, просто прекрасная трасса. Желательно, чтобы везде такая трасса была. Если вот так, это трасса, а лыжня, это вот что у нас нарезано, это лыжня. Для классическая дорога, да? Да, это классическая, да. Вот когда лыжня быстрее, когда холодно или когда тепло? Ну, самый оптимальный вариант, это, конечно, где-то в пределах 0, чуть маленько ниже. Уже проблем нет таких со смазкой и с мазью держания, если классический ход. Самая проблема начинается, когда у нас от 0 и выше плюсовая температура, вот здесь уже очень сложно подобрать мазь держания. Да. Вот сегодня, завтра будет минус 12, а послезавтра будет минус 2. То есть послезавтра будет вообще идеально, да? Да, идеально будет, можно сказать, для подбора мази для конькового хода. Я думаю, трасса будет очень быстрая, очень быстрая. Скорости будут бешеные. И время очень хорошее, результаты очень хорошие будут, результаты будут показывать очень хорошие. Я думаю, многие выполнят разряды. Что самое трудное в тренировке вот именно по лыжным гонкам? Тренировать, скажем так, взгляд тренера. Ну, самое трудное, да весь тренировочный, можно сказать, процесс трудный. У нас, получается, лыжные гонки, нет такого явного перерыва на отдых. Мы тренируемся круглый год. У нас так небольшой спад идет в мае месяце, поэтому разные задачи ставятся на данный период. Если, основная база, конечно, закладывается летом. Мы летом очень много работаем. На объем, да? Да, на объем и на технику, и на скоростные даже есть такие моменты. Ну, в основном техника и объем. Ну, лыжи-роллеры, это такие уже, наверное, все знают, это приспособления для передвижения по асфальту. И поэтому они давно уже у нас применяются в лыжном спорте. Но на данный момент есть наука движется вперед, и лыжи-роллеры сами по себе усовершенствуются. И сейчас есть и для классического хода, и для конькового хода. Поэтому мы не страдаем. Летом мы катаемся также, только на лыжероллерах, также с палками. Только наконечники меняем и выполняем эту работу, тяжелую работу, монотонную бывает. Но детям нравится, дети с удовольствием занимаются. Конечно. Вот мои дети. Ага. Под снегом лежит асфальт, да? Асфальт, да. Да, здесь летом мы катаемся на лыжероллерах. В Чульмане нету такого? Нету, вот нам хочется, чтобы в Чульмане нам хотя бы километр сделали такой трассы асфальтовой. Это было бы очень такой момент для тренировочный. Тогда уже бы ходили все дети, и маленькие, и большие. И я думаю, лыжный спорт бы, конечно, продвинулся очень много в этом отношении. Здесь 2,5, по-моему, да, километра? Здесь 5 километров под асфальтом. О, 5 километров освещенная, еще освещенная. Да. Хорошо. Да, здесь очень здорово. Здесь условия, я бы сказал,
международного масштаба. Многие сейчас в интернете и в Инстаграме нам завидуют. Конечно. Сходим на техническую, поработаем на технику, с палками, без палками. Обратим самое внимание на работу бедра. Как состояние? Хорошее. Лучше всех. А по виду не скажешь? Не-не. Нормально. Спуск тут вообще крутой. На классике будешь, да? Или на обеих? На классике в основном. Не, в воскресенье тоже будешь гонять, ну, Да. участвовать? Да. Как, летом тренировался? Да. Объем есть, да? А где Наверное. тренировался? В Орехмиске. Дома, в родных краях. Думал, что будет 2 круга. Оказывается, тут еще интересней. По 4 круга. По 2,5. Ну 2,5-4 круга. Ну, вообще здорово. Спуск понравился мне, вот тот большой. На соревнованиях падения бывают, да? Ну, конечно. Всякое бывает. Независимо, он подготовленный человек, неподготовленный, он все равно упадет. А вы когда-нибудь падали? Конечно. Всегда бывали такие ситуации. Падал, но главное не падать духом, вставать сразу и Ехать бежать, да, ехать дальше. дальше. Травмы получают при падении? Ну, там перелом иногда бывает, да? А в основном ушибы на таких вот. А если летом, то да, там травмы, конечно, тяжелые бывают. Но там же асфальт будет. На асфальт, ну. Кожу сдерет, да? Ну, не только. А бывает, при столкновениях там оба спортсмена падают и ломаются лыжи. Ну да, такое тоже бывает. Палки там. У всех спортсменов есть ли запасные лыжи? Нет, не у всех. Вот у меня нету запасных палок и лыж. Значит, я буду рисковать. Не будешь рисковать. Ну, рисковать буду, но с осторожностью. Легко перестакала? Ага, не видел. Что это? Ваши лыжи, да? Да, 3 пары, да? Видишь, это итальянский флаг, но они для нас сделали с российским. Чтобы отличаться. Ну тогда потом поговорю. Да. В наших экранах, да, получается, стрельбище, город Алдан, центр спортивной подготовки. Стрельбище уже как 5 лет не функционирует, потому что, к сожалению, закон об оружии заставлен так, что стрельбище должна находиться не в этом месте. Да, Росгвардия запрещает тут делать стрельбы. Проблема в... Разрешительной системе. Разрешительной системе Росгвардия требует, чтобы это стрельбище было от города 2 километра вглубь. Вы как вы наблюдаете, Внизу, Алдан, да? да, 200 метров уже находятся дома. Ну и, соответственно, закон есть закон, и, к сожалению, пока стрелять мы не можем. Чтобы на гонке пробежаться, у каждого гонщика хорошего имеется по 2, по 3 минимум пары лыж. И они одну точку намечают, и на каждой паре спускаются минимум по 3 раза. И стоят вот такие меточки. Которая лыжа подальше поехала, и на этих лыжах на завтра бегут. Вот, например, у парней да. по 3 пары лыж, сейчас они идут Вот они обкатывать. вот убирают лыжи, вон лежат, откатывают. А вот ребята тоже пошли откатывать, сейчас будут лыжи. А, вот оно что. Да. Вот оно что, Михалыч. Слева финиш, справа транзит. Ну, последующие круги. Здравствуйте. Как вас зовут? Ксения с Хабаровска. Каждый год приходите сюда? Ну, 2-й год подряд приезжаем, да. Ага. Вам нравится Алдан? Очень. Трасса хорошая, рельефная. 1-й разряд, взрослый. Сколько тренируетесь лыжными гонками? 5 лет? Нравится, да? Да. А сколько вам лет? 16. Ну, хотелось бы попасть в 10-ку, выполнить кандидат мастера спорта, разряд получить. Ну, посмотрим на гонки. По ощущениям вообще хорошо, настроено. КМС, чтобы сделать там по времени, да? Нет, надо попасть то ли в 10-ку, то ли в 12 человек.
А, да, так что ли? Первые 6 там мастера дают, а вторые 6 кандидаты. Ну, Фишер это, да, хорошие лыжи самые. Ну, еще любят тросики, но почему-то Фишер популярнее. А сейчас что вы будете делать сейчас на тренировке? Кататься, отрабатывать круг соревновательный. Изучать трассу, да? Да, Ну что, удачи. спасибо. Здравствуйте. Как вас зовут? Роман Егоров, Хабаровский край. Как вам трасса? Идеально, мы подготовили хорошо к соревнованиям в этот раз. Все огорожено, идеально приехал ретрак. Если вчера еще выпал снег и были сугробы, то сегодня можно спокойно кататься. Ну так, в принципе, трасса хорошо подготовлена и можно спокойно бежать. А в Хабаровске есть такие трассы? Нет, к сожалению, но нам обещают построить базу «Спартак» в конце этого года. Мы уже тоже ждем, потому что очень сложно тренироваться там, где нет таких трасс. Урод уже холодный, да? Да, очень холодно сегодня. Но не то, что холодно, ветер просто поднялся, а трасса открытая, поэтому продувает сильно. Плюс спуск очень большой, и он как бы в формате поля подставлен, так что там очень большой ветер. Как вам спуск? Там очень крутой спуск был, длинный такой, скоростной. Да, ну трасса сложна тем, что негде отдыхать, тут все спуски крутые, там тоже нужно работать, чтобы не упасть. Но я, если честно, вчера упал на нем тоже. У нас вчера день подготовки был, мы катались, и я вылетел с него. Так что надо быть осторожным в таких спусках. Ага. Вот вы прозрачные очки одели, а есть у вас еще другие, затемненные? Да, ну просто сегодня как бы пасмурная погода, и более удобно кататься в прозрачных линзах. Исходя из погоды, да? Да, То есть линзы можно менять? Да. А эта шапка, какой флаг? Финский. А мне костюм подарили просто. Ну, самый первый мой костюм подарили, цельный. Кто ваш кумир? Ну, сложно сказать, но больше, скорее всего, Йоханнес Коэба. Мне нравится, как он классикой спринты бежит. Но также Александр Большунов тоже очень технично бежит 50 километров классикой. Так что, ну, не знаю, еще не определился, так сказать. А вы любите классику или конькобежный? Ну, коньковый. Ну, я натер мозоль накануне очень сильно ботинками, и я большую часть времени катался коньком. Как бы я в классике сейчас более или менее так ослаб. Но так я больше сильнее классикой. Сейчас какой разряд? Первый взрослый, но у нас в этом году отбор на зону будет, Дальний Восток, поэтому я постараюсь кандидата выполнить. Лыжная база, вот Алдана, вообще весь комплекс, как вам? Ну, относительно нашего региона это один из самых лучших комплексов, которые я видел. Но относительно всей России, я катался на России, тоже был в Сыктывкаре, и тут комплекс будет побольше и получше, если честно. Это один из самых крупных комплексов. У нас вакс-кабина тут находится, и нам поэтому очень удобно. С утра встал и пошел сюда, тут буквально 2 минуты ходьбы. Лыжи тут хранятся, да? Да, вакс-кабина у нас вот находится тут. Поэтому прикольно. в этом плане очень удобно. До этого жили в домах, снимали квартиру в том году. Было очень удобно тем, что жили практически в другом конце города. Выходила сети, а так сейчас вот буквально 2 минуты ходьбы мы уже в вакс-кабине. Вот завтра вы побежите в классике с Крюковым, да, с Никитой? Да. Каково это ощущение, по ощущениям? Ну, если честно, гордость, что достиг такого уровня, что бегу с Крюковым. Ну, с другой стороны, немного волнительно, как-никак. Он бегал на очень крупных соревнованиях, и очень страшно выходить против такого соперника. Ну, а также интересно посмотреть, какой относительно Никита Крюкова, как я бегу, относительно его уровня. Да, проверить себя, да? Вместе с Крюковым. Да, тоже очень интересно. Посмотреть, сколько я проиграю и как я буду относительно его идти по ходу. То, что, Но было бы еще неплохо, если бы он за мной стартовал, чтобы посмотреть, как он будет идти, попробовать за ним подержаться. В таком плане. Да, удачи. Да, спасибо. До свидания. А вот мы на месте старта. Старты будут подаваться отсюда. Вот трибуны. И вон финиш. Вот такой вот короткий обзор трассы. Поговорил с тренерами, со спортсменами. Очень хорошо подготовились. И вообще трасса, как говорят все спортсмены и тренера, она уникальная.
Ну, Алдан сам уникальный по своей природе. Здесь рано снег. Сегодня так ветрено, немножко морозно, минус 12. Но меня спасают рукавички фирмы Asics от магазина Asics Олонцов. Здорово! Вот, тут еще пальчики выходят, вот так. И сенсорные вот. Спасибо Asics Олонцов. Вот такой вот короткий обзор трассы. Поговорил с тренерами, со спортсменами. Очень хорошо подготовились. И вообще трасса, как говорят все спортсмены и тренера, она уникальная. Ну, Алдан сам уникальный по своей природе. Здесь пораньше снег и высота такая 700 метров, по-моему, тоже комфортная. Центр спортивной подготовки по зимним видам спорта. Завтра же В 11 старт. в 10 уже тут все должно быть готово. Картинная галерея, специальный заказ Кадана Игнатьева. О, Кадана, привет! Наших олимпийских чемпионов, спортсменов. Ну и спецзаказ Бёрндален, Вейнар. Томарычева. Вот. Магдалена Нойнер, Виктор Ан и Мартан Фуркат. Мартан. Сисадмин, фотограф по совместительству. Очень все получается, программное обеспечение, все компьютерные работы делает у нас Николай Сергеевич. Очень талантливый парень. Центр спортивной подготовки города Алдан. Как все работает и как все устроено. Пойдемте. Мы сейчас на первом этаже. Тут тренировочный зал. Тренируется у нас. Как нога ваша? Все хорошо. Анастасия Бутенко и Конова Александра, Приморский край, мастер спорта. Когда выполнила? В прошлом году. Да? Здесь? Нет, в Сыктывкаре. А здесь мастерские выполняют, да? Ну, должны, у женщин получается сложно, а у мужчин точно будет выполнение. Там, если 10 мастеров, то 6 мастера спорта, 12 кандидатов. Кстати, в этом году впервые это будет, потому что требования всероссийские, там должно быть 3 судьи всероссийской категории. Тренируется у нас Яхау, тренируется у нас спортсмены из Китая, КНР, Хайлюдзян. Этот парень, кстати, 2004 года один из лидеров наших выигрывал и был призером чемпионата республики. Да? Хороший парень. Думаю, что он в скором времени и на Дети Азии отличится и, может быть, получается, на Олимпийских играх. Здравствуйте. Амга, да? Гейнсен тут разминается, по-моему, заминку делает. Да? Сколько километров прошли сегодня? Сегодня? Час. Шестаков Никита, КМС пока, но думаем в скором времени выполнить мастера спорта. Вот, кстати, Максимов Николай, уже призер первенства России по биатлону. Второй призер игр Дети Азии, так что достаточно титулованный спортсмен, но пока говорим еще все впереди. Манеж, как и в Туймаде, как и в стадион Юность, 100 метров стандарт. Тут специально сделано, чтобы для лыжников удобно было. Тут тренируются у нас и легкоатлеты. Бывает, что делают заминку, разминку, но в принципе и когда наступает холода в Алдане, да, тоже могут тренироваться здесь специальные упражнения и так далее, и так далее. Мы видим, что даже такие вытяжки специальные, вот, Максим, обратите внимание, вытяжки сделаны. Получается. Вообще комплекс был построен в 2012 году. В то время последние вот как раз оборудование и так далее были тут приобретены. И тут тренировались в свое время северники с Якутии, да. Ну, практически разных видов спорта тоже
проходят тут учебно-тренировочные сборы, начиная с вольной борьбы, заканчивая и боксеров, легкоатлетов, прыгунов и так далее, и так далее. После тяжелых тренировок продолжает делать заминку спортсмены. Это специальные тренажеры Ариет, итальянские фирмы, да? В основном практически круглый год тренируются у нас лыжники. Ну и очень хорошо используют вот эти упражнения именно в межсезонье, потому что он имитирует лыжный ход как раз. И так можно, в принципе, и час, и 2 часа непрерывно тренироваться в условиях, получается, зала. Заценил, Максим. Неплохо. Мы сейчас находимся любого центра по лыжным видам спорта. Это прокат лыж. Сколько сейчас на данный момент комплектов лыж в нашем центре? Сколько у нас? Больше 100 комплектов. Ну, население приходит, люди очень активно приходят на лыжах кататься. И дети, и взрослые, с семьями приходит очень много. График работы. Прайс 130 рублей за час взрослым, Да. и 60 детям. 60 рублей детям. Также у нас скидки есть многодетным детям, семьям есть скидки, пенсионерам есть скидки у нас. Это этот термометр. Да, Минус сколько 11 на улице. в помещении, да? В помещении, да. Ага, здесь. Самое интересное. Любого центра это, конечно, Восстановительные процедуры. восстановительные процедуры. Сауна. Оу. Четко где? И бассейн. Пуньк. Да. Шпуньк. Ну, если ты застраховался, Я застраховал. Вот перед соревнованием обязательная процедура это страхование от несчастных случаев во время спортивных состязаний. Что вы делаете? Вот у нас комиссия по допуску. Представитель Хабаровского края присутствует. Тут тренера заходят и записывают своих Представителей. Представители, то есть, да. Приносят документы, вот такие официальные заявки. Мы их проверяем. Проверяем документы. Страховой полис, оригинал. И пишем допуск. Что их спортсмены, если у них все хорошо, допускаются для участия в соревнованиях. Это вы что смотрите? Вы куда? Ростомер. А? Ростомер. Ростомер? А у вас какой рост? 168. И что тут надо знать? Это что? Размер палок. У вас своей палки нету? Есть палки. А почему здесь смотрите? Потому что нельзя, чтобы выше палки были. А, это по правилам, да? Установлен ростомер. Ага. Этот ростомер, получается, ну, не просто так, они смотрят свой рост и, соответственно, получается, есть специальные критерии. Завтра классика же будет, да? И в классике, вот, например, девушка 179, да? 178 сантиметров, и у нее палки должны быть не выше, грубо говоря, 145 сантиметров. Нет, 147 сантиметров, не выше. Там специальные... Минус есть, 40, да? Минус 40. Да, там есть, получается... А, вон таблица, да? Вон таблица. Да. Начиная с этого... Очередь. Женская ПТ. Можно зайти? Спасибо. Зайди. Приятного аппетита. Вкусно кормят? Да. Что у нас на меню? Плов, да? Плов, да. Первое салат и морс. Да. И вместо пирожного печеньки, да? Да. Ага. А на ужин что дают? Там мы не смотрели, там меню написано.
столовка. Здравствуйте. Средний чек сколько выходит? Средний чек, ага. За один, кто покушал? Да, вот первый, второй, салат, морс. 200 рублей, грубо говоря. Заведующая столовой, Центр спортивной подготовки Фариза Кабдудиновна. Сколько раз кушают? Вообще у нас трехразовое питание. Это завтрак, обед и ужин. На завтрак, как обычно, каша, творог со сметаной, бутерброды с сыром. Очень хорошо кушают дети наши, запеченные с колбасой. Обед это первое, второе, салат, печенюшки, там конфетки. Ужин это горячее у нас идет, салат, выпечка. А фрукты, овощи охотно даете, да? Ну, много ешь, да? Ну да, салаты вообще хорошо дети едят, фрукты тоже. А нагруженность как? Сколько человек будут за день кушать? Ну вот на данный момент у нас, когда заезды, вот сейчас вот у нас 250 человек. А так у нас постоянно вот интернет, 30 человек, да, и работники человек 15-20. Для вас вот 300 человек это много или еще бывало больше? Самое много было это 350 человек. Ну, конечно, много, чувствую, но дополнительно берем работников. Ну, справляемся пока. Ага. Здесь китайцы покушали? Чуть отдельно, да, у них, для них, да? Да, у них меню совсем другое, да? А, да? Да, конечно. Все понял. Они же острые, наверное. Да, Ян, рассказывай. Вот наша команда приехали где-то 6 октября, уже здесь тренировать почти месяц. Вот здесь кушаем. Как вы видели, что у нас меню немножко другое. Острые, да? Не совсем острые. Мы принесли вот такие соусы прямо из Китая, когда скучаем по домашним вкусам, и это добавляем вот так. Просто на любое блюдо добавляете просто ваш соус и все. Ну, иногда и да. И вы чувствуете себя как дома, да? Ну да, вот именно так. Здравствуйте, всем приятного аппетита. Ага. Здесь уголок сборной Якутии, да? Как вам питание, ребят? Отлично. Все вкусно, да? Да. Там колокольчик поставь. Все как требуется. Нихао. Нихао. Ага. Как вам Якутия? 我挺喜欢这个地方的，我感觉这个地方特别安静，适合训练。 Мне очень нравится это место. Я считаю, что место очень такое спокойное, очень тихое, очень подходит для тренировки. 我今年19周岁，然后训练了大概练了8年。 Мне в этом году уже 19 лет. Я уже тренировалась почти 8 лет. В какой раз приходит она в Алдан? 第二次。 Это уже второй раз. 上一次是3年前。 Первый раз был 3 года назад. Она любит, лыжные гонки? 喜欢。 Очень люблю. 热爱这项项目。 Очень люблю. Какой она вид предпочитает? Классический либо коньковый? 就是正常的越野滑雪，传统和自由式都有。 Я занимаюсь и классическим, и свободным стилем. В Китае когда появляется снег? 现在就开始大概就开始下雪了，但是不会很冷，还达不到滑雪那种地步，大概在11月初左右。 Сейчас уже потихоньку падает снег, но еще не очень холодно, еще такие условия еще не для лыжных гонок. Вижу, вот лицо вот масками сделали, да? Лицо замерзает? 对，因为国外这个天气有时候会很冷，会把脸冻坏。 Ну да, потому что все-таки здесь у вас погода иногда немножко холодная, поэтому мы так мазаем, чтобы не замерзли. К зимней Олимпиаде вы готовитесь? 一直在努力。 Всегда постараюсь. Мечта всей жизни, наверное, да? 对。 Да, конечно. 参加奥运会是每个人都有的梦想。 Участвовать в Олимпиаде – это мечта каждого спортсмена. Какие ваши заслуги? 现在最高的成就，我心里的成就还没有达到。 Но пока еще не достигла успехов, которые в своем мечте. Еще надо следующее, я считаю, что.
Завтра вот уже начнется соревнование, и вы волнуетесь ли? И как сильно? 有一点激动。 Немножко не волнуюсь, тоже немножко как тоже, как это сказать, жду очень. 跟这么多滑雪健将在一起，机会很不容易。 Как могу общаться с другими отличными спортсменами, я очень рада. Вот, например, олимпийский чемпион Никита Крюков здесь. Это вам что-то дает? 这个比赛给我的感受就是一次很好的锻炼吧。毕竟这个俄罗斯的这么多滑雪的优秀的运动员都在这儿，也是一次非常学习的机会。 Я считаю, что как такой талантливый спортсмен будет здесь, и это как хороший опыт для меня, чтобы научиться. Ваш кумир по лыжным гонкам? 运动偶像。那个小帅哥。Берендаль? Никита Крюков. Никита Крюков? 对。 因为我传统就是比较偏向传统式嘛，所以我感觉小帅哥在我心里就是特别厉害，一个偶像。我3年前还有一个他的签名，到现在还在家里保存着。Потому что я больше люблю традиционный стиль лыжной гонки, да, и я очень уважаю Никиту Крюков, и даже у меня есть его подпись. Ага. И этот автограф я получила 3 года назад, и сейчас еще дома храняется, очень ценю. Совместное фото есть, да, с Крюковым? 有， есть. 3年前也有，现在也有。我还有一张他的海报吗？ 3 года назад есть, и сейчас тоже есть, но новое фото. Что она хотела бы пожелать своим соперникам, ну и вообще всем спортсменам, которые завтра будут соревноваться? 就是能想取到一个好成绩吧，尽自己的努力，然后比好每一次的比赛。 Конечно, желаю всем успехов, чтобы полностью показывать себя, показывать то, что вы можете. Желаю на каждом соревновании получить хороший результат. Сколько спортсменов из Китая пришли? 大概是14个。 14. Да. Вместе с вами я? Ага. Да? С вами 15, да? Нет, со мной будет 19, потому что у нас еще тренер, помощник тренера, да? Медик и еще там научный помощник. 乌鲁亚一号，乌鲁阿姨哈子，乌鲁阿姨靠，乌鲁亚一号。 Спортивный врач Ольга Иннокентьевна Позднякова и Ирина Владимировна, медсестра Помачева. Так. А это что? Гидромассажные ванны. То есть такие, тут обычный. Обычный, стандартный. А здесь что? Это стойка ЭКГ. Снимается ЭКГ спортсмена, да, в покое. И под нагрузкой вот ставим на беговую дорожку, даем спортсмену нагрузку. Потом, как у него сердце реагирует на нагрузку. Да? То есть ЭКГ снимается под нагрузкой. Называется тредмил тест. Это корейская кроватка массажная. А это что? Это все тоже в кровати относится. Это кровать, это нагревающий мат с турмалином. В состав турмалин входит, греется, то есть инфракрасное тепло, и ходит роликовый такой вот, как бегунок. Массаж. Спасибо. Приемная школы Олимпийского резерва. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Валерьевна, секретарь руководителя, кабинет директора Чугунова Михаил Сергеевич. Твой кабинет? Ну да. Специальная карта республики, потому что у нас 28 тренеров, мы практически отвечаем за лыжный спорт в республике. У нас 12 филиалов, все заречные улусы. Ну, пока в данный момент лыжные гонки биатлон, но в планах школы еще включить, конечно, это сноуборд, горные лыжи. Пройдемте дальше. Это бухгалтерия. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Зарплата когда будет? Сегодня? Да, вот самая хорошая новость на сегодня.
специалист по кадрам. Марина Кентьевна Егорова. Марина Кентьевна, сколько у нас сотрудников на сегодняшний день? Ну, у нас по штатному расписанию 51 работников. Это вместе с тренерами, да? Вместе с тренерами, да. Ну и специально, получается, до этого, когда школа была создана, тренеров у нас было 14. И, получается, совместными усилиями мы, конечно, придерживаемся того, что тренера, да, делают вот этот результат как раз. На сегодняшний день у нас максимальная практически, да, мы можем гордиться, 28 тренеров. Опаньки. Хода. Вообще четкий зал. Спортивный зал, центра, стандарт, можно играть игровые виды спорта, от баскетбола до мини-футбола, ну и любимая игра это волейбол, конечно, для лыжников. Сегодня здесь состоится торжественная церемония открытия всероссийских соревнований. Быстрых секунд. Спасибо. Удачи. Нагрудным знаком отличника физической культуры и спорта Республики Саха. Дегесов Антон Вячеславович вручили мастера спорта России. Как долго ты гнался до мастера спорта? Ну, за мастером я не гнался, выполнил его в 17 лет. Ну, так получилось, что я его так выполнил. Тебе сейчас 18, да? Мне сейчас 19. Со скольки лет занимаешься лыжными гонками? Ну, у меня отец тренер, поэтому я уже с детства встал на лыжи и как бы... А кто, если не секрет? Ленский район, село Беченча. Нет, тренер кто? Тренер отец Дегесов Вячеслав Григорьевич. Именно по какому виду ты сделал мастера спорта? По классике или по коньковому? На коньковом спринте на соревнованиях Кубок Сибири в Новосибирске. Когда это было? 2015 год, декабрь. Ты доволен, да, то, что взял мастера? Ну, естественно, доволен-то. Еще будешь? У тебя еще есть наивысшие цели? Да, есть, всегда есть. К чему стремиться. Заслуженный, да? Да. А мечтаешь попасть на Олимпиаду? Ну, конечно, я думаю, это мечта каждого тренера, каждого спортсмена, то есть. Значит, в Пекине мы тебя увидим, да? Ну, в Пекине еще не знаю, но в 26-м посмотрим. Завтра будешь участвовать? Ну, завтра, да, я участвую, но я как бы, по функционалу я не дистанционщик, а больше спринтер. Так что я уже настраиваюсь на спринт, на второй гонку. В десятку попадешь, да, или в тройку хочешь? Ну, будем стараться за тройку биться. А вообще трасса какая здесь, в Алдане? Ну, я приехал сюда 5 числа, получается, самый первый на сбор, да, и как бы условия отличные, тренироваться, вкатываться здесь лучшее место в России. Удачи! Спасибо.